тесноте, да не в обиде, в этом небольшом сарае теснится все хозяйство Рашида Хаирова. 6 коров, 3 телки, 2 быка. Фермер признается, что условия содержания его скота не соответствуют современным стандартам, когда у каждой буренки должны быть свои законные квадратные метры. Чтобы нормально там корова себя чувствовала, надо минимально 1,20 м места для нее. Ну, желательно 1,5 метра. У нас, из-за того, что, у нас Польша не позволяет, мы, метр сократили. Вот они через каждый метр стоят у коровы. Конечно, естественно, не хватает места отдохнуть, не полежать, а места мало. Вот для этого надо ферму построить. В сентябре этого года Рашид Хаиров выиграл грант от государства на постройку большого загона для скота. Согласно программе «Агростартап», фермеру выделят 3 миллиона рублей, которые должны быть потрачены на строительство нового здания, закупку оборудования и увеличение поголовья скота. Грантообладатель, в свою очередь, обязуется завершить все работы в течение 18 месяцев. Время неумолимо бежит, а на потенциальной строительной площадке еще и конь не валялся. Она лежит, вот земля, пожалуйста. Там вот по дороге посмотрите, там были раньше поля были, когда колхоз был. Там сейчас заросло, сосной заросло все. Потому что... А человеку, который готов работать на этой земле? Нет возможности. По словам фермера, еще в марте этого года было проведено межевание земли. Бесхозный участок, который числится в муниципальной собственности, власти Высокогорского района пообещали передать в долгосрочную аренду. Однако на сегодняшний день от районной администрации фермер не получил никакого ответа. Нам также не удалось встретиться, пообщаться с главой исполкома Высокогорского района, который через своего секретаря сослался на большую занятость. Рашид Хаиров признается, что в неформальной беседе председатель районной палаты земельных и имущественных отношений предложил фермеру эти некогда бесхозные, но тем не менее муниципальные земли взять в аренду, но только через торги. Нам предлагают, мол, аукцион. Я понимаю, аукцион, это я понимаю, что когда покупает человек землю, но не в аренду берет. Я арендую землю у государства на определенный срок времени, я за это налоги буду платить. Аукцион является не всегда порядочным методом передачи земли в собственность. Опасения сельских жителей весьма обоснованы. По их словам, на земельные торги зачастую заявляются люди, которые не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству. Для них аукцион – это возможность наживы и порой способ нечестного заработка. Мошенническая схема абсолютно проста. Вот, к примеру, участок земли. Его хотят приобрести или взять в аренду сразу несколько человек. Тому, кому этот участок действительно нужен, остальные участники торгов предлагают сделку. Конкуренты готовы снять свою кандидатуру за определенную сумму, которая, по нашим источникам, составляет сотни тысяч рублей. Ситуация очень абсурдная, она даже в моей голове не укладывается. Дело в том, что виновником на сегодняшний день оказался я. Глава Алатского сельского поселения сегодня корит себя только в одном. Ведь именно он сподвиг местных жителей на эту авантюру. В его поселении сегодня работают 3 фермера, в том числе и Рашид Хаиров. Каждый из них по его наставлению взял кредиты, стал увеличивать поголовье. Развитие фермерских хозяйств – единственный реальный способ для развития сел и деревень. Новая ферма могла бы стать источником для пополнения местного бюджета, для создания новых рабочих мест, для развития сельской кооперации в конце-то концов. На территории нового хозяйства его фермеры планировали открыть небольшие цеха по производству сыра, масла, переработки мяса. Планы были грандиозные. Да и люди перестали бы мигрировать в большие города, а занимались бы тем, к чему душа лежит больше всего. В данный момент она пустует, она зарастает бурьяном, и уже есть моменты завоза мусора туда. То есть несанкционированная свалка. Мы сейчас столкнулись с тем, что фермерские хозяйства участвуют в программах. Главы администрации им обещают дать землю, они проходят, мы воспринимаем письма глав администрации как обязательство определенное, а когда они защищают бизнес-проект и возвращаются в муниципальные районы, и начинаются здесь все возможные препоны для того, чтобы, я так считаю, и не только я, препоны начинаются по выделу земли.
С одной стороны, районной власти вполне можно понять. Администрация Высокогорского района не может приступить закон, по которому передача муниципальной земли возможна только после проведения аукциона. Но с другой стороны, как считает председатель Ассоциации фермерских хозяйств Камиар Байтимиров, таких вот фермеров в районах должны не игнорировать власти, а носить чуть ли не на руках. Ведь каждый из них потенциальный налогоплательщик и работодатель, который гарантирует стабильный доход. К тому же сегодня необходимо внести, и чем быстрее, тем лучше, определенные коррективы в земельный кодекс. И вся надежда на новый состав депутатов Госсовета Татарстана. Мы готовы, как депутатский корпус, выходить на рассмотрение этих вопросов. Президент на каждом госсовете всегда говорит: смотрите внимательнее, чтобы, приняв какой-то закон, не поставив предпринимателей, людей в неправильное положение. Если есть такие уже законы, то нужно вносить изменения, нужно изменять. Вот чем и богата наша страна, так это землей, которая поросла бурьяном. Вот, казалось бы, на этой бесхозной заброшенной площади можно было бы поставить небольшую ферму, завести туда скот и начать заниматься натуральным хозяйством. Только вот не каждый фермер готов на такой отчаянный шаг, потому что никто не знает, насколько крепка почва под ногами. Словно собака на сене, по-другому и не скажешь. В России многие годы уже пытаются решить проблему бесхозных земель. Пока земля зарастает бурьяном, ни у кого не болит голова. Но стоит появиться человеку, который готов на этой земле работать, тут же возникают различные препоны в виде несовершенства законодательства. Вот, к примеру, в Алексеевском районе было выявлено несколько тысяч бесхозных земельных участков и заброшенных строений времен колхозов и совхозов. Местные фермеры готовы развивать свое хозяйство на этих территориях, участвовать в различных конкурсах, выигрывать гранты, получать субсидии и кредиты. Но на эти бесхозные объекты они не имеют правоустанавливающих документов на руках. Пока мертвая точка стоит, что мы не можем оформлять их. Куда только не обращались. Если закон не оформляет, завтра придет там другой Петров, скажет: давай освободите, но на каком основании залезли. Оформление нам нужно. И, конечно, вы участвовали в разных программах. Земельный вопрос стал почвой для горячей дискуссии на Совете по предпринимательству. Как помочь бизнесу, который готов развиваться на селе? Что делать с бесхозными землями и строениями? В случае, если они будут переданы муниципалитету, то фермеры из Алексеевского района опасаются, что могут столкнуться с той же проблемой, что и их коллеги из Высокогорского района. И получить объекты в аренду или в собственность можно будет только через систему государственных торгов. А это снова замкнутый круг. Если есть люди, которые готовы взять, надо найти законный путь, как это сделать государственным и отдать. Мы же не ставим задачу заработать денег. Мы ставим задачу их узаконить и дать этим людям. Если вот каждый этот участок пойдем, значит, межевать и все эти дела, это такие деньги. Огромные. Да, надо каким-то документом все это оприходовать. Государство приведет в порядок и потом передаст, значит, там предпринимателям, которые хотят там что-то делать. По словам Рустама Миниханова, нужно найти законный и, самое главное, безболезненный для самих фермеров путь для решения этой проблемы. Возможно, бесхозные земли и бесхозные строения передать лизинговой компании Татарстана, которая же сможет направить эти объекты на развитие бизнеса на селе. Пока же в России действительно наблюдается парадокс. У государства есть программа поддержки фермеров, но нет системы для ее реализации. Сельские жители надеются, что земельная реформа в России когда-нибудь дойдет до своего логического конца в пользу тех, кто еще остался работать на земле. Но деньги без земли, они в деревне не работают. А что они будут делать деньги? Их просто закопать. Фантики просто, да. У Рашида Хаирова времени на размышления остается меньше года. В противном случае за неосвоение грантовых средств фермер будет привлечен к уголовной ответственности. Ильзира Юзаева, Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней.